Здравствуйте, меня зовут Лена Владимировна Авелева, я педагог-психолог диагностико-коррекционного отдела Республиканского психологического центра. Лудомания, вот с латинского перевод «луда» означает «игра», «мания» – «страсть». То есть это патологическая зависимость, увлеченность азартными играми. По-другому называется игровая зависимость. Человек вовлечен именно в разного рода азартные игры. Это может быть какие-то ставки в букмекерской конторе, покерные игры, да, компьютерные игры. То есть разного рода игры, которые полностью его вовлекают. Сейчас идет такой вот спор. На самом деле это ведь болезнь. Это ведь болезнь, и симптомы похожи на обсессивно-компульсивный синдром. Значит, какие-то навязчивые такие мысли, действия. Да? То же самое переживает человек, больной лудоманией. В повседневной жизни это в основном считается, что это молодые люди, довольно талантливые люди. Да? Вот как психологу мне кажется, что это люди, которые в детском возрасте застряли в периодизации где-то от 7 до 12 лет. Это как раз-таки такой возраст, когда у ребенка больше развито магическое мышление. Он считает себя властелином всего, что по его, желанию и по его велению происходят какие-то чудеса. Вот. И в этом возрасте как раз еще не развито критическое мышление. Критическое мышление развивается с 12 лет и старше. Вот. И человек реально не оценивает ситуации. Конечно, причины такого поведения, да, они кроются в детском возрасте, зависит от воспитания и от типа личности. Вот если мы говорим о воспитании, то здесь имеет вот такое место быть вот такой момент. Бывают замкнутые дети, которые внутри себя очень сложно переживают какие-то моменты, не проявляют своих чувств. Если в этот момент родители как-то не помогают своему ребенку раскрыться, тогда у него начинают развиваться нарциссические черты. Что за этим стоит? Да? В будущем такой человек, например, вот также оставаясь в одиночестве, может для себя иметь какие-то такие образы или мысли, своей исключительности, что вот его не устраивает то положение, например, которое у него есть на сегодняшний день, какая-то работа со стабильным заработком, да? Ему хочется все большего, он как будто бы ждет каких-то чудес, чего-то лучшего, потому что он исключительная личность. Это работает так. Делят на два типа. Это, люди, которые могут увлечься, но в то же время оставить. То есть они не заходят там далеко, глубоко, в зависимость не впадают от этого. И люди, которые на долгосрочной основе прямо входят, и самостоятельно выйти им из этого очень трудно бывает. Стадии, фазы, я бы сказала, да, они есть такие, что новичкам везет. В самом начале человек выигрывает, это поднимает у него прямо самооценку, какое-то он чувство эйфории начинает испытывать, радость, восторг, да. Затем вторая фаза – это фаза уже проблем. Начинается, да, когда человек берет очень большие, например, начинает брать большие суммы, уже берет в долг, и
семья начинает страдать рядом с таким человеком. И третья фаза – это фаза отчаяния, когда отвернулись буквально все. Нет терпения у близких, у некоторых, да, не понимают люди, что на самом-то деле это болезнь. Значит, семьи рушатся, родители устают бесконечно оплачивать долги, кредиты, да, которые берет игрок. И человек теряет работу. То есть тут полное отчаяние. Отчаяние, депрессия, бесконечные стрессы. Человек начинает испытывать прям, нарушение, симптоматическое нарушение здоровья, там и бессонница начинается, да, нарушение сна, постоянное чувство тревоги и желание что-то, значит, вернуть на круги своя, но каким образом? Опять занять, опять поиграть, улучшить свое положение. То есть вот нету такого критического мышления, да, что надо остановиться и прекратить и начать что-то делать совсем по-другому. К нам в основном приходят близкие лудомана, да? Жены, родители. Конечно, очень-очень такая работа идет именно с ними, да? Здесь имеет место быть созависимые отношения. Созависимые отношения. От того, значит, что происходит с их близким, конечно, зависит и их настроение, да, и их самочувствие. Они испытывают ровно такие же симптомы, что и их больной близкий. И работа в первую очередь строится на том, чтобы вот эти созависимые отношения, их, значит, уменьшить, чтобы люди научились как-то не вступать в их, вот именно в то, что в переживание своего близкого больного и так далее, да? А уметь, значит, дистанцироваться и проживать свою отдельную жизнь. Только так они могут помочь и себе, и своему близкому. Если вся семья будет вовлечена вот в это все, то там полный крах, да, получается. Человек не только сам страдает, но и подвергает страданиям всех вокруг, тех, кто рядом с ним находится. Ну, на сегодняшний день очень хорошо справляются с такой проблемой, например, сообщества, которые занимаются разного рода зависимостями. У нас в городе Якутске есть общество анонимные алкоголики, которые уже больше 10 лет по Курашова 34 имеют группы встреч 2 раза в неделю. Да? Лудомания – это та же самая зависимость. Да? И можно, значит, начать посещать такие группы не только самому больному, но и его близким, поскольку страдают-то все. И еще можно обращаться за помощью именно к клиническим психологам, которые работают в Якутском республиканском наркологическом диспансере. Например, в Кангаласах есть реабилитационный центр, где они смогут получить комплексную помощь. Вот насколько я знаю, например, в Кангаласах зависимостями люди находятся от 3 месяцев до года. То есть это длительная такая работа внутренняя, но люди меняются, возвращаются к нормальной прежней жизни. Излечиться можно? Можно. Нужна поддержка близких людей. Если мы говорим об осознанности, да, триггером-то на самом деле может быть все. Если, например, отношения в семье уже почти разрушены, и, ну, допустим, какая-то ссора или конфликт в семье и непонимание, это может быть триггером, да? Или, например, человек идет мимо той же букмекерской конторы, в которую он каждый раз привык заглядывать.
Очень простая профилактика в любой семье, да. Вот сейчас, к сожалению, каждый ушел в свой гаджет. Иногда члены семьи редко встречаются за столом. А что значит вечером встретиться все вместе за столом? Это значит прежде всего поговорить и обсудить, как прошел день. Как прошел день, насколько успешно, а может быть и не успешно. То есть вот контакт с близкими, он должен быть обязательно. Здоровье человека, оно, конечно, подрывается, потому что человек постоянно подвержен стрессу, да? Сердечно-сосудистая система, пищеварение. Человек может быть в депрессии, в какой-то глубокой. У некоторых могут быть даже мысли о суициде. Значит, ну, во-первых, наладить все нужно, да? Вплоть до восстановления сна, пищевого поведения. Значит, распорядок какой-то должен быть у человека, потому что зависимые люди, они еще и очень много работают, трудоголики, да? Вот, но уметь как-то более щадяще относиться к себе, регулировать, значит, моменты отдыха, моменты работы, да? Находить что-то интересное для себя. К нам больше обращаются близкие страдающих с разного рода зависимостями. Да? Очень много обращений бывает именно от взрослых детей, пьющих родителей. Повзрослели дети, да? Но травма никуда не ушла. Сейчас, вот на сегодняшний день больше обращаются именно с таким запросом. Да, бывают запросы именно от близких, страдающих лудоманией, но эта проблема такая больше, поскольку это болезнь.